Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Рубрика, в которой мы расскажем о том, как Церковь Христова должна относиться к самым щепетильным темам этого мира и о том, как ученики Христа должны себя вести вне зависимости от любых обстоятельств этого мира. Ну что ж, погнали! Привет, YouTube! Мы снова с вами, снова здесь. Сегодня с нами Денис Швидко. Очень рады именно его сегодня видеть. Сегодня поговорим о теме обид, как их преодолевать, вообще, что это такое. Очень рада тебя видеть снова. Да. Конечно же, начнем с того, что же говорит Слово Божье, что такое обида. Я когда-то слышал определение обида, что это ловушка, которая копалась специально для зверя. Я не знаю, где это я определение слышал, но это глубокая яма, куда для зверя специально клалась приманка, которая очень приятно пахнет. И это все закрывалось такими ветками, листьями, для того, чтобы он шел на приманку и потом попадал в эту ловушку. На самом деле обида — это, наверное, самая большая ловушка, с которой люди сталкиваются. И это те самые ловушки, из которых многие, к сожалению, так и не вылазят из этих обид. Вот. И обида — это вещь, которая у нас может копиться, это вещь, которая может иметь вот такой вот накопительный эффект. И всегда ее действие, она разрушительна против человека. То есть она рушит тебя, ты можешь быть обижен на разных людей, этих людей больше нет в твоей жизни, но обида, которую ты оставил, связанную с этими людьми, она продолжает делать свое мерзкое дело, и она продолжает разрушать человека изнутри. Поэтому Господь, Он хотел бы, чтобы его народ был свободен от обид, хотел бы, чтобы его народ был способен прощать, был способен жить в прощении, свободным от горечи. Потому что все-таки обида, она потом порождает огромное количество проблем, разрушенные семьи, отношения в обществе рушатся, отношения в церкви рушатся, отношения между служителями рушатся, отношения между отцами и детьми, между детьми и родителями. Между детьми, например, в семье тоже отношения рушатся, то есть вырастают, взрослые становятся, не разговаривают друг с другом просто по одной простой причине, что там когда-то 200 тысяч лет назад в детстве человек был обижен, и там старший обидел младшего или наоборот, неважно. То есть обида — это такая очень мощная разрушительная сила, поэтому Иисус нам говорит, чтобы мы прощали обидчиков, прощали людей, которые к нам несправедливы, прощали людей, которые сделали против нас совершенно, может быть, какие-то мерзкие вещи. И мир говорит, как за такие вообще вещи прощать, или как можно это простить, надо отомстить, надо воздать. Но чем больше ты желаешь отомстить, воздать, это все всегда горечь, которая, она прежде всего тебе будет вредить, и она аукнется против тебя самого. Поэтому обида — это вещь, которая работает против человека. И люди обиженные, люди, которые живут в этой горечи, они те, которые не позволяют Богу сделать внутри сердца работу, чтобы человек простил, чтобы человек отпустил другого человека. Они не позволяют Богу исцелить их сердца, и они потакают определенным демоническим действиям и определенным разрушительным действиям, которые происходят в их сердце, в их жизни. Духовной, физической и повсюду, повсеместно. Как раз когда думали, кого позвать говорить на тему обид, мне сказали, Денис, он же вообще не обидчивый. А ты раньше был обидчивый? Я когда пришел ко Христу, у меня интересно, я представлял одного своего старого друга, причем это был человек, который, как мне казалось, очень несправедливо ко мне отнесся. И это был человек, который там причинил мне в том числе физические страдания. Этот человек причинил там мне определенные эмоциональные страдания. И мне казалось, вообще этот человек настолько был несправедлив по отношению ко мне. И все, о чем я думал, вспоминая об этом человеке, вот я покаялся вчера, грубо говоря, сегодня я про него вспоминаю, и я представляю, как классно было бы просто в один прекрасный момент попасть на его похороны. Просто. Это вот огромное, да, это огромное
огромное желание просто увидеть его. Вот как говорили раньше, сейчас, слава богу, так, ну, я во всяком случае не слышу. Раньше было такое изречение, там, видел я тебя в гробу в белых тапочках. И вот я его просто реально видел в гробу, может быть, там не в белых тапочках, но я его видел в гробу, я смотрел, как бы у меня в голове была эта процессия, которая проходила там с этим, с этими напевами. Тун, тун, тудун. И я вижу его, да, вот под эту музычку в голове, что там в этом гробу, а я самый счастливый на тот момент. Потому что вот этот мой обидчик, злодей, который мне неприятен, человек, который там сделал зло в моей жизни, ему пришло наконец-то воздаяние. Вот это вот состояние, знаешь, вот справедливости, желание воздаяния, желание, чтобы человек пострадал, желание, чтобы вот у человека все там было разбито, разрушено, там, чтобы он провалился сквозь землю. За всем стоит обида. И более того, когда вот люди с годами, например, они становятся гневливыми и такими раздражительными, их вот, ну, все в людях, в других бесит, как они говорят. Чаще всего это маленький обиженный человек там внутри сидит. Вот, и вот я вспоминаю эту историю, вспоминал об этом человеке, я вот видел эту процессию, видел эту картину, и тут вдруг я понимаю, я слышу Слово Божие, читаю Слово Божие, я вот, ну, начинающий верующий, я вдруг понимаю, что это неправильно. Я вдруг понимаю, что вот это и есть самая настоящая обида. Но я внутри также понимаю, что я-то не могу никуда деться от нее. Это же мысли, которые тебя преследуют, это чувства, которые внутри тебя заложены. Ты не можешь с этим просто так взять и справиться. Вот, я пытался там просить у Бога прощения. Я говорил: Бог, прости меня. Видать, это неправильно, что я этого человека, ну, на него обижен, я его не прощаю. Я постоянно какие-то злодейства вспоминаю, которые этот человек мне причинил. Я и так просил прощения, и вот так просил прощения. Потом я от кого-то услышал, что было бы классно тебе молиться за этого человека. И вдруг я дошел до место Писания, я читал Евангелие с самого начала, и это были первые дни моего изучения Библии, и Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Здесь так интересно написано, в новом русском переводе сказано, Иисус говорит: «Я говорю вам, любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, чтобы вам быть истинными сынами вашего небесного Отца, потому что Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым, и посылает дождь как на праведных, так и неправедных». И интересно, ну, мы же тогда читали в синодальном переводе, и если посмотреть синодальный перевод, там немного более расширенным звучит это место Писания. Он говорит: «Я говорю вам, любите врагов ваших». То есть вот первые слова, которые я прочитал: «любите врагов ваших», и я подумал: это же мой враг, и я должен его любить. Это человек, которому я хотел всегда зла. Это человек, о котором я всегда думал, чтобы ты там сдох, чтобы с тобой случились самые страшные вещи. Это правда, это было желание моего сердца. И я пришел ко Христу, я не мог с собой совладать. Это желание продолжало жить внутри меня. Я начал думать, как мне любить врага своего. Здесь дальше как будто бы рецепт. Что необходимо для того, чтобы относиться правильно к этому человеку. Здесь написано: благословляйте проклинающих вас. То есть здесь уже описываются действия. Любите — это внутреннее состояние, да, это как бы внутреннее отношение. А вот здесь действия. То есть я могу благословлять этого человека. Я могу, он был для меня проклятием, а я могу его благословлять. Я начал с того момента, как вот здесь написано, там дальше написано: благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И он был реально человеком, который обидел меня, который гнал на меня, который проклинал меня, ненавидел меня. Вот, я что стал делать? Я стал на постоянной основе этого человека благословлять. Я стал на постоянной основе молиться за этого человека, молиться за его спасение. Для меня это было дико. Сначала я его ненавидел, а тут я молюсь и говорю: Бог, там, я благословляю этого человека, я благословляю его жизнь, я молюсь за его спасение. Я прошу тебя, чтобы там в его жизни что-то доброе от тебя приходило. Сам ты говоришь эти слова, ты понимаешь, что ты в послушании Богу это делаешь, и сам со стороны смотришь и думаешь: это немножко дико выглядит, потому что вот вчера я просто ненавидел, я хотел смерти этому человеку, а сегодня я там прошу о том, чтобы Бог дал ему жизнь, и Бог каким-то образом коснулся его. Это не просто какая-то игра, это не лицемерие, это изменение мышления. Это вот то, о чем мы говорили, покаяние в том числе, оно подразумевает изменение мышления.
Если в Ветхом Завете слово покаяние это был разворот на 180 градусов от того пути, по которому мы следуем, то в Новом Завете слово покаяние с греческого, да, это изменение мышления, это изменение отношения. И вот ты покаялся, в каком смысле ты покаялся в обидах? Ты изменил свое отношение к этому человеку. Ты просто радикально изменился. Ты раньше говорил плохо, если ты раньше говорил слова ненависти, если ты раньше говорил проклятие, если ты раньше хотел ему отомстить, то сейчас ты покаялся, изменил мышление и говоришь слова благословения, говоришь какие-то слова Божьей славы, Божьего мира, о том, чтобы на жизнь этого человека пришло спасение, пришло покаяние. Знаете, вот самый-то большой прикол, я потом уже слышал многих людей, которые говорили, я чувствую все равно внутри, что я не могу простить этого человека. Я долго чувствовал что-то. То есть внутри меня были вот какие-то боли. И я когда вспоминал вот ситуацию, которую я переживал с этим человеком, несправедливость, которую я переживал с этим человеком, я чувствовал боли. Но ты понимаешь, что вот здесь твоя вера, она больше, чем твои чувства, потому что Слово Божие говорит определенным образом, и ты действуешь на основании Слова Божьего. И ты не ведешься и не идешь на поводу этих чувств, ты говоришь, Господь, я выбираю любить этого человека, благословлять его, благотворить и молиться за этого человека. И в один прекрасный момент, я не помню, сколько я там дней или недель молился, я вдруг понимаю, что меня как будто бы отпустило. То есть вот эти вот чувства, они уже, да, я вспоминаю ситуацию, но тебя уже это так не тревожит, тебя это так не волнует, это не заводит тебя, это не делает тебя там пунцово-красным, и ты там из ушей дым у тебя не идет, и ты думаешь, надо воздать, надо там, чтобы с ним что-нибудь случилось, и там его лавина какая-нибудь там снежная там его смела с лица земли. Внутри тебя начинает происходить исцеление. И вообще вот это вот наше душевное исцеление, и исцеление от наших болей, оно происходит с того самого момента, как только мы начинаем слушаться Слова Божия. Это божественный процесс благодати, когда мы эту благодать берем от Бога. Эта благодать это не что-то, что валяется там на полу, я просто пошел подобрал. Это то, что нам дает Бог, но Он дает ее только тогда, когда мы делаем первые шаги послушания Слову Божьему. Поэтому многие люди, они и не могут простить, потому что они никогда не делали первых шагов. Они не сделали первый шаг, у них нет этой благодати, у них нет как будто бы силы для того, чтобы прощать. У меня тоже не было этой силы. Я тоже мучился от этих мыслей в самом начале, но как только я начал делать то, что написано в 5:44 Евангелия от Матфея, просто как будто бы от Бога пришла сверхъестественная сила преодолевать эти мысли, преодолевать эти какие-то кошмарные, наваливающиеся на меня эмоции. И эти эмоции как будто бы стали куда-то деваться, они стали угасать. И вдруг в какой-то момент я стал понимать, что да мне в принципе все равно, как этот человек живет и что там с ним происходит. То есть как будто бы тебя отпустило, и что-то в духовном мире, оно было разрезано, вот то, что тебя связывало с этим человеком. И вот что самое интересное, обида это же такая вещь, которая тебя еще и связывает с этим человеком. Этот человек живет где-то далеко, но ты постоянно о нем помнишь. Ты постоянно, вот ты ложишься с ним спать, ты встаешь вместе с ним, ты читаешь Библию вместе с ним, ты пьешь водичку вместе с ним, ты снимаешься вместе с ним, ты работаешь вместе с ним, ты постоянно об этом человеке думаешь. Хотя этот человек живет своей жизнью. И он про тебя давным-давно забыл, но ты привязан к нему. А еще хуже всего, вот люди, которые обижены на каких-то людей, чаще всего это именно между родителями и детьми. Иногда дети обижены на своих родителей за какие-то вещи. Например, там, отец алкаш был, да, там, к примеру, или там он избивал. Ребенок, например, обижен, сын обижен, и он говорит из-за этой обиды, что я никогда не буду себя так вести, я никогда не буду таким, как мой отец, я не буду делать, как мои родители поступали. Но вот этой обидой он привязал себя к поведенческой модели своего отца. И рано или поздно такие дети, они потом со временем замечают, либо он, например, с одной стороны, он становится категоричен к таким людям, и он ненавидит всех людей, которые ведут себя подобным образом. Либо он в конечном итоге, он из-за того, что он привязан к грехам своего отца, он рано или поздно сам начинает делать подобные вещи. То есть у него две крайности, либо полное отторжение, полная ненависть вообще к людям, которые хоть как-то напоминают ему там отца и его поведение. Либо он сам начинает жить жизнью отца, потому что вот это вот
Привязка через обиду, она не дает человеку просто выбора. Только две крайности существуют. Этот человек не может жить как будто бы своей жизнью. Либо он полностью привязан, он повторяет судьбу своего отца, да, и поведенческая модель у него точно такая же вырабатывается. Либо этот человек просто живет в полнейшем отрицании и ненависти к подобным людям. Такая себе это затея жить с обидами. Совет мой, если человек хочет освободиться от обид, это хороший божественный рецепт с небес. Матфея 5:44. Читайте, делайте то, что там написано. И я уверен, это работало для тысяч людей, для миллионов людей. Это будет также для тебя работать. Просто начни это пробовать. Очень много христиан, которые говорят, я не буду что-то делать, потому что я не буду лицемерить. Может быть, есть еще какие-то пути, как можно от обид избавиться? Не, ну Даш, давай вообще обсудим. Вот ты про лицемерие, да, говоришь. Да. Вот это вот слово лицемерие, это прикольно, люди, они его неправильно понимают. Как мы в прошлый раз говорили, да, у тебя есть дух, душа и тело. Да. И Писание говорит, что дух он противится плоти, и плоть противится духу, и они между собой враждуют. И когда человек хочет жить по духу, это всегда значит заставить свою плоть делать те вещи, которые она не хочет делать. Мгм. Многие люди, они живут по плоти, и потом, когда они слышат какое-то слово, вот, например, приходит человек на собрание, ему говорят, поднимай руки к небесам, поклоняйся Господу, закрывай свои глаза, там, пой для Него, прославляй Его, пой для Него славу Божию, там, пой песни. И человек начинает говорить, это вот его первое столкновение с плотью. Он говорит, я не чувствую этого. Не ощущаю То есть вообще. моя плоть, ну вот если расширенно сказать, да, моя плоть этого не чувствует, что ей это надо, что она это хочет и что ей будет какой-то прок от этого. И вот здесь как раз-таки нам надо понимать, что нам не надо советоваться с плотью, нам надо стать хозяевами своей плоти. Это не лицемерие, не грамма, когда ты просто своей плоти говоришь, все, теперь ты больше не хозяин моей жизни, ты будешь делать то, что я тебе говорю. И не важно, что ты там чувствуешь, не чувствуешь, не важно, какие у тебя там желания, идеи, взгляды, принципы. Это то, что плоть навязывает, и это то, что противится Слову Божьему, это то, что противится самому Богу, Его Духу. Поэтому я не буду больше жить на основании этого. Поэтому это не грамма, не лицемерие, это называется как раз-таки распинать свою плоть с ее страстями, с ее греховными желаниями, с ее вот этими нехочухами. Она много чего не хочет. Она не хочет прощать, она не хочет любить, она не хочет жертвовать. Вообще это не для нее. Она хочет быть эгоистичной, она хочет побольше есть, подольше спать, она хочет Поменьше красиво... работать. Да-да-да, она хочет красиво жить, вообще бы лучше не работать, сидеть бы на диване, просто смотреть, как другие работают и делать бы это вечно. Она хочет какие-то хитромудрые схемы вырабатывать, как деньги зарабатывать. То есть плоть это такая вещь, которая всегда противится Богу и Его воле. Если я ничего не делаю со своей плотью, и если я не порабощаю ее, я просто буду в рабстве у этой плоти. Это все, это дела плоти, это грехи плоти, это все будет наполнять мою жизнь. И мое христианство, оно будет такое убогое, смешное, оно будет бессильное, оно будет совершенно такое, знаете, вот клоунское, смехотворное. Это такая игра. Человек просто играет в какие-то религиозные вещи, а по факту он живет так, как он живет, как ему плоть диктует. Поэтому прощать это не чувство, это выбор. И ты делаешь этот выбор, невзирая на то, что чувствует твоя плоть. И лицемерие заключается в том, что мы слышим Слово Божие, мы киваем, но мы не исполняем это слово. Вот здесь лицемерие. И лицемерие это не тогда, когда моя плоть хочет одного, а я делаю то, что правильно пред Богом. Лицемерие это когда я знаю, я согласен, но я ухожу, и я все делаю по-своему. Как бы, знаешь, я так думаю, так, меня никто не видит, Бог меня не видит, пастор меня не видит, какие-то служители меня не видят, я буду делать вот так. И как бы человек снова и снова советуется со своей плотью, и он лицемерит перед Богом. Знает, понимает, а делает по-своему. Вот здесь вот лицемерие. Есть еще какие-то способы или, может быть, есть еще какие-то этапы прощения? Наверное, есть какие-то способы, я просто про них не знаю. Не, ну может быть... Прорабатывать, там, знаешь, У обиды. некоторых там надо в какую-то осознанность вступить, им надо там к психологу попасть. Но мы должны понять одну вещь, что это все то, что предлагает мир. Это все то, что предлагает сегодня мир, который не знает Бога. И который не понимает того, что случилось на Голгофском кресте. А на Голгофском кресте была заплачена цена за мой грех.
И обида в том числе это грех, в Мгм. котором люди сегодня живут. И вот то, с чего начинается настоящее освобождение и настоящее божественное исцеление, это когда я признаю, что Господь, я жил определенным образом, и это был грех. Я не прощал людей, я ненавидел людей, я хотел им отомстить, я хотел им какого-то воздаяния, я хотел и т.д. и т.п. Это еще можно перечислять. Это грех. Я признаю этот грех. И вот обида, начало обиды или освобождение от обиды, оно происходит с момента, когда ты этот грех ты позволяешь ему оказаться на Голгофском кресте. Через мое покаяние, через мое исповедание я отправляю его на Голгофский крест. Я позволяю тогда прощению приходить. Там, Мгм. где нет прощения, там нет свободы, там нет исцеления. Там, где нет божественного прощения в нашей жизни, там нет вообще шанса для внутреннего исцеления. Многие люди ходят к психологам, и они пытаются там через самопознание, там, Проработать это все. через проработки, да, там, через надо проработать ситуацию. Да ты хоть перепрорабатывай эти ситуации. Там есть грех. Грех со стороны одного человека, есть грех с твоей стороны. И там, где нет прощения греха, там, где нет покаяния, нет прощения греха и, соответственно, нет исцеления. То есть это все начинается с моего покаяния. И это единственный путь. Единственный путь нашей свободы, вот вообще свобода от греха через покаяние, свобода от обиды через покаяние. Многие люди, они кричат, а чё, за что я буду просить прощения? Против меня согрешили. Я знаю, я точно так же кричал. Я точно так же говорил, это они неправы, это они были Не несправедливы по обидим. отношению ко мне. Но я же ношу обиду, я же ношу эту злобу, я хочу отмщения, я ищу этого отмщения, я представляю, как это отмщение должно произойти. Многие люди, да, там, например, уже во Христе их обидели, и какие-то люди, они там что-то сделали, и человек ждет. Вот я жду, когда у него там в браке начнутся проблемы. Я Там жду, когда у посыпется. него, да, там у него посыпется служение. Я жду, когда у него с финансами какие-то беды произойдут. А у него ничего не происходит. И у человека такое еще двойное разочарование, типа, Бог, а что ты Где ничего... твое Да-да-да, а что воздаяние? ты ничего не делаешь? Да Бог и не будет ничего по твоим обидам делать. Тебе надо что-то делать с твоими обидами, и все начинается. Снова мы возвращаемся. Покаяние, прощение, и тогда начинает происходить настоящее исцеление внутри нашего сердца. И прикол-то в том, что когда мы говорим про обиды, вот я, есть обида, и есть какой-то же человек, который определенным образом поступил. Тут надо понимать, что есть греховное поведение людей. И когда я говорю, Господь, я прошу тебя, прости меня, что я обиделся, что я носил эту обиду, это не по умолчанию не признает, что этот человек был прав. Человек мог поступить на самом деле несправедливо и неправильно. Но когда я со своей стороны говорю, Господь, прости меня, что я носил эту обиду, я обиделся на этого человека, я хотел отмщения, у меня было непрощение, и я хотел воздаяния какого-то нехорошего в жизни этого человека. Когда я делаю это, я отрезаю себя от этой боли, я отрезаю себя от грехов этого человека. А что этот человек сделал? Самое-то интересно, Господь будет спрашивать сам с этих людей. Там написано, позвольте Богу совершить свое отмщение. В послании римлянам написано. Он говорит, не мстите за себя, братья. Отпустите этих людей, простите, благословите и позвольте Богу самому там с этими людьми разобраться. Это касается, вот есть люди, которые, может быть, насиловали или делали совершенно какие-то безобразные вещи в жизнях других людей. Они там могли в детстве, там, знаешь, бывают там тираны отцы или бывают какие-то там старшие братья, старшие там сестры, которые совершенно просто издевались над ребенком, там, и у человека такая боль. А Бог сам будет разбираться с этими людьми. Бог сам, Он найдет способ для того, чтобы, скажем так, отомстить, если кому-то так выгодно называть. Но на самом деле, когда у тебя свобода приходит, у тебя пропадает желание мстить, и у тебя приходит вот эта вот жалость или какое-то милосердие к этим людям, и ты начинаешь молиться за этих людей, чтобы Господь по милости своей коснулся и дал им достойный плод покаяния, дал им возможность вообще как-то пережить по-новому Бога. И это совсем другое уже желание в сердце, это другое Мгм. чувство в сердце. Когда обиды живут внутри нас, и когда мы не делаем правильных вещей, мы там обращаемся к психологам, к философам, к каким-то книгам, к самопроработке, да,
Мы пытаемся на каком-то человеческом уровне, на каком-то человеческом, ну, какой-то человеческой силой что-то внутри нас исцелить. На самом деле оно не будет исцелено, оно будет просто подавлено чем-то. И оно будет просто там где-то в глубине жить и продолжать делать свою разрушительную работу. В послании евреям написано, что это горький корень, который лишает прежде всего нас самих благодати. И если мы остаемся в этом или мы позволяем этому горькому корню оставаться внутри нас, мы лишаемся благодати. А благодать — это вот вообще вся сверхъестественная сила, в которой мы нуждаемся во всех сферах нашей жизни. В том, чтобы воспитывать детей, в том, чтобы строить семейные отношения, в том, чтобы зарабатывать деньги, в том, чтобы созидать служение, заниматься служением. Нам нужна сверхъестественная сила. И это и есть благодать. Но эта благодать, когда мы полны горечи, когда мы полны обид, она не может нас наполнить. Мы как будто бы лишаемся этой благодати, и все вокруг себя мы пытаемся своими силами сделать, в том числе и освободиться от этих обид своими силами. Это так себе затея. Это потеря времени, это потеря энергии, это потеря там всего, но ни к чему не придешь. Надо просто прийти ко кресту, надо прийти туда, в то место, где висел Господь, который умер за тебя, который хочет твоей свободы, который забрал твой позор, твой стыд, он забрал вот всю эту несправедливость на Голгофский крест. И он дает тебе взамен прощение, он дает тебе взамен исцеление. Просто начиная оттуда принимать. Вот ты начал, например, Матфея 5:44, говорить, делать, исповедовать, провозглашать, молиться за это. Потом просто приходи к Голгофскому кресту и говори: Господь, я нуждаюсь в том, чтобы мое сердце того мальчика или того подростка или того юноши, которого обидели, который, может быть, вырос в какой-то там совершенно нездоровой среде, где, может быть, мной понукали, меня там шпыняли, ко мне неправильно относились. Я прошу тебя, чтобы твоя исцеляющая сила и твое восстановление с Голгофского креста, оно проникало внутрь моего сердца и исцеляло меня. Это нормальная молитва, когда человек просит о том, чтобы его сердце было исцелено Божьей любовью. Потом на протяжении времени, когда ты встречаешься с Богом, ты переживаешь Бога, Его любовь, эта любовь начинает тебя восстанавливать изнутри. Потому что обида — это одно, а есть раны, которые, они как рубцы на нашем сердце, или как у некоторых гноящиеся раны, которые не заживают. Вот эти вот все раны, эти рубцы, любовь Божия исцеляет. Чем больше мы познаем Божие принятие, чем больше мы познаем или переживаем, как мы дороги для Бога, как сам Творец вечности, Творец Вселенной, Он умер ради меня, и мы начинаем понимать нашу ценность, мы начинаем понимать Его отношение к нам, вот это отношение начинает исцелять нас. Оно начинает исцелять нас самих, и мы совсем по-другому, в том числе и на обидчиков, начинаем смотреть. Мы начинаем понимать, что это тоже люди, у которых не было любви, которые не понимали, как себя вести, которые не знали, как относиться, которые сами ничего доброго-то в жизни не пережили. Они просто были тем, кем они были, там, какими-то злыми мужланами, которые там просто надо, не надо, говорили всякие злые, обидные слова, и они причиняли эти обиды, сами не понимая этого, потому что они сами нуждались в Божьем принятии, в Божьей любви, они этого не имели. Если спросить, вот есть другой путь, наверное, он есть. Какой-то Но мы другой его не путь. знаем. Но я его лично не знаю. Я пробовал разные другие пути, но вот есть рабочий путь. И этот путь, я верю, с неба, я нахожу этот путь в Библии, в Слове Божьем, поэтому я уверен, что это библейский путь, и это божественный путь нашего исцеления.